Уважаемые товарищи, сегодня мы проводим презентацию первых вездеходов, приобретенных в рамках комплексной программы социально-экономического развития арктических северных районов Республики Саха-Якутия. Эта программа утверждена главой Республики Саха-Якутия. Эти вездеходы, колесные вездеходы Кержак предназначены для трех труднодоступных населенных пунктов. Это Казачинский, Усьянский и Юкагирский национальные наслега. Я хочу сказать, что это только начало. В этом году у нас запланировано приобретение еще 26 вездеходов. Очень важный вопрос при приобретении вездеходов. Наше министерство совместно с Автотранспортным союзом долго работали над выбором оптимального типа вездеходной техники именно для наших условий. Это бездорожье, это тундра, преодоление водных участков и, конечно, вот, наши условия именно бездорожья. Поэтому с учетом вот приобретения вот этой техники будет уже создан сервисный центр по техническому и сервисному обслуживанию этой вездеходной техники. И второй момент, очень важный вопрос, это вопрос подготовки кадров. Здесь тоже вот наш региональный автотранспортный союз и новое предприятие, которое создано по обслуживанию, они будут заниматься подготовкой кадров. Эти вездеходы будут осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в Усьянском районе. Мы надеемся, что с приобретением этих вездеходов увеличится транспортная доступность населения наших арктических районов. И еще раз говорю, что эта программа будет еще продолжена. Поэтому я хотел бы сегодня выразить благодарность поставщику, заводу-изготовителю, это Нижний Новгород Трансмаш, поставщик Азимут, региональному автотранспортному союзу. Основной посыл был года 4 назад. Предприниматель, который в Усьянском улусе занимается пассажирскими перевозками, он сам выбрал Кержак. И вот он говорит, что буквально за 3 года он ему окупился. Потому что он обслуживал не только пассажирские перевозки, но и старатели обслуживал. И вот даже вот этот мотор сейчас, на который вот сейчас у них стоит, дизель японской конструкции, китайской сборки, значит, завод выбрал, ориентируясь на его рекомендации. Потому что наш предприниматель посмотрел, что родной белорусский дизель тяжеловат. Он выбрал японскую Исудзу. Здесь стоит тоже Исудзу, но только китайской сборки. И вот его рекомендации, которые он заводу давал, многие здесь воплощены. Поэтому мы верим и даже брать, что он объективно будет конкурентнее, потому что производит дочка ГАЗа. Здесь группа ГАЗ, Газель, ГАЗ-66, а мосты Беларусь. То есть он ремонтопригоден. Тут уникальных деталей немного.